Город Уфа. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров на автомобильном и пешеходном мосту в створе улицы Воровского через реку Белую. Этот мост построили в 1956 году. Его длина 670 метров. Сейчас на него приходится больше половины всех автомобилей, выезжающих из города. Мост уже давно необходимо ремонтировать. Или все события сегодня. Райфович, хотел представить за Уралмостострой, председатель директоров Рабюкин Павел Семенович. Да, договаривались. Да. Конечно. Вы еще штук 5 мостов таких нам построить. Нет проблем. И До 120 не могу. генеральный директор за Уралмостостроя Чебуров Василий Андреевич. Идемте, Райфович, тогда. Радмил Авторитетович Долов. Уважаемый Ради Фаритович, в 2015 году администрация города запроектировала реконструкцию мостового перехода. Суть проекта была поставить старый мост Воровского на реконструкцию. В процессе проектирования мы столкнулись с такой проблемой, как большие затруднения движения. Институтом был предложен вариант, запроектировать мост, ставку, его построить, перепустить движение и переключиться на реконструкцию. То есть мы за один проект сделали проекта 2 мостов фактически. Основные работы, Ради Фаридович, у нас на том берегу, вся стройплощадка на левом берегу. Затруднений движения для жителей как таковых практически не будет, только в процессе разгрузки материалов для строительства. Сориентироваться, чтобы после того, как мы построим мост, расстояние между новым мостом и который мы построим, 1,18 сантиметров, от старого моста будет где-то 66 сантиметров. То есть в таком формате. Длина по вылетам 688 метров, 3 полосы движения, а 16,7 метров шириной будет У новый нас мост. вот организация движения проектирована, дальше там тоже сейчас продумать. Дальше. Когда мы в следующем году уже выйдем на строительство, предполагается начало реконструкции путепровода выхода на реку Валиди. Федеральная заявка предварительно одобрена. Стоит чуть более 800 миллионов рублей, 21 месяц. Этот план у нас уже предусмотрен. Дальше поток распределяется по 2 направлениям. Все, что уходит в направлении Кузнецовского затона, реконструкция улицы Пугачева запланирована в этом году. 4 полосы и 2 путепровода. И наверх, соответственно, к парку Ватан. Но основная вылетная магистраль — это все-таки проспект Салавата Юлаева. Задача сделать его полностью бессветофорным и через Тимашевскую развязку выйти туда наверх. Затянут. Срок строительства. 31 месяц. Сейчас ноябрь, Да. Ага. И мы, получается, подключаем его, а тот ставим на реконструкцию. А там реконструкция возможна? Да, Райфович. Уже исследовали, да? Да. У нас есть проект по ремонту, по капитальному ремонту. Мы его, наверное, назовем не реконструкция, а Даже капитальный капремонт, да? Да, капремонт. Там одну опору надо делать и потом верхнее полотно. Ну, У нас, Тимофеевич, федеральное финансирование мы часть уже имеем, правильно? Вот старый мост 56-го пока нет. Значит, Нет, под этот, да, подстав. уже имеем. 500 уже получили и до 2 миллиардов дополнительно пока зарезервировали на последующие годы. это очень хорошее. Но и надо, соответственно, сразу уже думать об этой истории. Есть ряд предложений, Ради Фаридович. Сегодня разработан проект на реконструкцию. Он стоит более 3 миллиардов рублей. Мы с Росатомнадзором предлагаем его отремонтировать. Это будет стоить около Капремонт, и миллиарда. вот сейчас вот специалисты мы разговаривали. В принципе, можно обойтись капремонтом и лет на 15 запустить этот мост, и все. И деньги сэкономим. Практически еще необходимо строительство подхода 4,5 километра. Цена вопроса 8,2 миллиарда. Сам мост 4,2. Все остальное это снос и подходы, подъезды. На сегодняшний день уже экспертным советом принято решение начать финансировать
и по этому году расторговаться и начало работы. 20 И миллионов путем предусмотрели в этом году. Город планирует Это расторговаться. только для Земляные начала работы. работы, да? Земляные работы, там обследование, потом выкуп пойдет и так далее. Там, да. решение, экспертиза Да. пройдена. Первоначальная определенная сумма, которая будет выделена, она нам даст уже начало работы. И та идея, которая была совместно со строительством этого моста, без светофорного движения по проспекту Салавата Юлаева, Это завершение Большого Уфимского кольца. Как только мы закрываем вот этот кусок между Интернациональным мостом и выход на М7, мы, по сути, закольцовываем город всеми дорогами со всех сторон. Это Федеральными дорогами М7, М5. Каждый сможет уже выбирать себе маршрут, чем быстрее покинуть город и попасть на федеральную трассу. Да. Ну, сейчас наш Гостранс должен активнее работать с федеральным центром. Это же только начало нашей работы. Здесь предварительно проговорили. Согласие есть из резервных источников проекта БКД со следующего года. Главное у нас, Рафаэль, на сегодняшний день есть проект. Раз проект есть, мы федералом Именно. можем стучаться, Именно, понимаете? именно. Да? Да, сейчас вот по первому полугодию они посмотрят, где не освоение, где это. у нас есть проект. Да, дальше. Запроектирован проспект Салавата Юлаева от маршала Жукова до Сельско-Богородска протяженностью 4884 метра. Для удобства разбит на этапы, 5 этапов. Из 5 этапов 3 получена экспертиза. Стоимость проекта 12,9 миллиардов рублей, стоимость сноса 3,5 миллиарда рублей. То есть мы можем отдельным этапом, вот первый Байзита Бигбая можем поставить на реализацию Салават Юлаева. Вот эта развязка Седова, Сельско-Богородская, Жукова, то есть тоже можно ставить на реализацию. Значит, 4-й этап, эстакадная часть, здесь тоже, в принципе, можно начать реализовывать. Есть вопрос по Ватутинской, но у нас идет сейчас диалог конструктивный. Архитектура хочет пересмотреть в сторону уменьшения, чтобы была не развязка, а в одном уровне вот этот узел пересмотреть с дальнейшим развитием проекта планировки и межевания. И как бы вот в продолжение разговора, значит, архитектура предлагает вот улица Интернациональное продолжение с выходом моста, значит, еще одну улицу магистрального значения, городскую, соединить здесь. У нас здесь будет на Сельско-Богородской вот проспект Салават Юлаева, и то есть транспортный коридор, основные выходные магистрали у нас полностью мы будем обеспечены, никаких вопросов у нас по транспортному обслуживанию не будет. То есть это все проработано, в генплан сейчас, который идет корректировка, будет все заложено, то есть все это будет обосновано. По этой части. На первом этапе предлагается сконцентрировать основные ресурсы и внимание на южном въезде, а на втором этапе уже рассматривать возможность дальнейшего расширения проспекта Салавата Юлаева и вывода коммуникации уже наверх. Но интернациональное мы сейчас уже начинаем шевелиться. Да. Вот до 24-го мы предлагаем в полном объеме расширить южный въезд и после этого уже переориентироваться на продолжение строительства проспекта Салавата Юлаева. Пока этот вопрос оставляем как проект. Ну, там есть вопросы, которые доработать проект надо, Рафаэль, так? Две развязки. И всего, да, двух развязок. И этим тоже надо параллельно заниматься нам надо. Мы в конце июля должны открыть Бирский тракт, путепровод. Мы завершаем уже строительство, тоже вот подтверждает подрядчик. На прошлой неделе я был. И выходом туда вот окончательно, чтобы уже можно было бы насквозь проехать и так далее. Это вот перспективы такие. В этом году единственное узкое место сохраняется на проспекте Салавата Юлаева. Это светофор напротив торгового центра «Планета». С ними договорились, они за свой счет проектируют строительство пешеходного перехода. Надземного перехода. Надземного. В следующем году тоже начинаем его строить. Да. И крайний светофор мы снимаем. Перспективы хорошие на городе. Рафаэль, дали старт началу строительства ставки между мостами. Насколько важно, насколько долгожданное событие? Конечно, долгожданное, потому что, ну вот, вы же видели даже летом, уже даже 2 моста, они не справляются с транспортным потоком. И ситуация такова, что если бы мы сейчас приступили и закрыли этот мост, то город бы практически задохнулся. Поэтому я и говорю, мы приняли решение сделать ставку. После того, как мы ставку запустим, мы спокойно, планомерно перейдем к ремонту старого моста 56-го года рождения, как говорится. Вы на прошлой неделе были в Кремле.
Да. Разговаривали о дорогах, и башкирские дороги были в центре внимания. Вот я хотел сказать, что с Дмитрием Анатольевичем мы подняли вопрос по Уфе, по мостам, по, соответственно, развитию проспекта Салавата Юлаева. И очень важный вопрос еще по южному обходу, так называемому, Уфы, вынести основные железнодорожные потоки, которые практически рассекают Уфу, вывести на обход. Это тоже большой проект. Вот Дмитрий Анатольевич нас поддержал в части и дал поручение, соответственно, РЖД. Южный обход, он заинтересовался. Я полагаю, что это вот часть большой хорошей работы будет. Этот мост в Уфе не единственный, ведь большая потребность у нас в ремонте мостов. Да, мы сейчас начинаем интернациональную, также потихонечку уже начнем земляные работы. Вы знаете, мосты – это очень дорогое удовольствие, и надо очень активно работать с федеральным центром. Здесь у нас есть 2 миллиарда рублей, которые федеральный центр дает. Практически мы миллиард свой даем, и будет готовый мост. Мост интернациональный, мы ведем пока переговоры. Ну, надеюсь, нам тоже улыбнется удача, и все будет хорошо. Сами бы мы не справились с таким проектом. Знаете, мы справились, но он просто дольше будет, понимаете. А мы сейчас за 31 месяц этот мост поставим. Ну, это довольно быстро и хорошо. В республике более 1000 региональных мостов. Поменьше, чем этот. Но их тоже нужно реконструировать. Их надо реконструировать, и это все понимают. И, кстати, на последнем госсовете было принято решение продумать в составе национального проекта «Безопасные и качественные дороги», продумать именно по мостам, мостовым переходам, потому что вся страна, ну, вроде занимаемся дороги делаем, а узкое горлышко, мосты все. Мосты либо старые, либо узкие, которые не отвечают пассажиропотоку. Поэтому мы надеемся, будет программа, а программа, опять же, потащит с собой деньги. Мы это все освоим, но вот видите как. А республика готова вкладываться в федеральные средства? Мы практически под каждый рубль, мы своим рублем вкладываемся, а в этом одно из условий. Спасибо. Спасибо.